Чайник уже закипел. Сейчас жду, когда закипит вода с картошкой. Он закипает уже. Сейчас будем консервы добавлять и лук. Будет офигенный супчик. Так, ребят, ну что тут? Вода закипела, добавляю лук. Опачки. Ух. И добавляю еще цыпленок в собственном соку. Но это калининградский. Не так хорошие консервы, но так, нормально. Вкус делает, но чтобы хвалить я не стану, ребят. После зеленица небо и земля, конечно. Но вкус офигительный. Но мало что тут съедобное, конечно. Вот если так посмотреть, тут и кожура, кости, задница у курицы. Чего только тут нету. А в зеленецкой консервы там одна грудинка. Там мясо, там ничего больше нет. На вкус офигительный. Капец. Который год я вот это покупаю, вкус не меняется. Он такой же. Очень вкусный. Угу. Соль я уже добавил. Наваристый такой. Я вообще не хотел сегодня уж варить. А потом макароны там 2 ложки съел. Потом прикинул, я ведь не наемся. Дай, думаю, я что-нибудь еще сварю. И вот остатки картошки я накрошил. Лук добавил. Ну и консервы. И получится обычный суп. Ух ты, горячо. Да, соль достаточно. Если что, там добавлю уже в ходе процессе ужина. Наваристый такой хороший суп. Жар идет очень сильный вот с мангала. Все. Пусть этот, наверное, даже открытым и будет, пусть варится. Угольки залетают, запах дыма там, и он намного вкуснее потом будет. Офигеть. Прекрасный ужин будет. Давайте посмотрим, что у нас там получается. Кроме супа я еще грею макарошки вчерашние. Тоже будем отужинаем. Вот. Надо было растительное масло, надо добавить. Что-то от этого сала уже жир не отходит. Ну, нагрелась. Тоже с угольком. Вот, кусок сала и макароны. А вкус-то другой. Не скажи, когда на плите готовите, на печи. Вот этот запах дыма уже есть. Угу.
Нет, сгорит потом. Надо, конечно, растянуть масло сюда добавить. Ну и супец. Суп, наверное, уже тоже почти готов. Ой, картошку надо. Угольки залетели. Сейчас попробуем. Угу. Суп такой калининградской консервы. Кожура до кости. На вкус обалденный, конечно. Еще, гляньте, 5 минут, и все тоже готово будет. Чтобы не сгорело. Так, жир туда добавлю. Вот. И все, проблем никаких нету. Хотел растянуть масло, думаю, надо. Да нет, все обошлось. Даже вкуснее так будет. Лучок туда. Я, наверное, ребят, голоден. Что-то аппетит у меня появился. До этого пил много. А сейчас вот хочется есть. Но вечером я ем много. С утра аппетита нету. Ну вот эту химию я съел сегодня с яйцом. Видите, как это. А сейчас уже буду нормально ужинать. Да. Ну. Все, короче. Пусть еще томится. И буду ужинать. Процесс ужина уже снимать не стану. На этом сегодняшний день буду заканчивать. Немножко поснимал сегодняшний день. Завтра буду выезжать. Все здесь, как полагается, уберу. Продукты привез для летне-осенних походов. Если что, там налегке можно прийти. И уже я знаю, что продукт у меня есть. Хватит на сезон до зимы. А там уже зимой, но снова можно привезти там. Вот. Ну как получится. Как не знаем, что нас ожидает. Если получится, будем чаще приезжать. Если нет, так хотя бы один раз весной и осенью также. Намного не рассчитываю. Вот такие дела. А сейчас я буду, ребят, ужинать. Макароны сперва доем, потом уже суп. Что влезет, съем. Если останется, на завтра останется. Вот. Завтра позавтракаем. Нормально, не спеша, спокойно позавтракаем. И уже до обеда можно выезжать потихоньку. Буду сплавляться. И если будут еще на глаз попадет, то буду собрать чагу, чтобы порожняком не ехать. Вот. Вода есть на реке, так что груженным можно выехать. Конечно, придется в некоторых местах попотеть, но не привыкать. Это не тот поход со льдом, когда я через лед выезжал. Вот это да, там я действительно умирал. Было очень тяжело. А этот, так, проскочим. Газку перепрыгнем через затор. Вот так вот. Все, давайте до завтра. Я ужинать. Тулами. Погода сегодня шепчет. Хорошая погода, 7 часов утра. С утра солнце. Вообще отлично. Ну что, ребят, сегодня я буду уже выезжать. Поедем домой. Немножко побыли в избушке. Сейчас растоплю мангал. Наберу в термос
кипяток. И позавтракаю, вчерашний суп даем. Позавтракаю и уже будем выдвигаться. Потихоньку сплавляться и по мере возможности, если буду собрать тягу по пути. Вообще, погода сегодня вообще шикарная. Ну и в дальнейшем обещают тепло. Сейчас поеду домой. Уже начнутся скоро работы на огороде. Будем вспахивать огород. И после этих работ снова куда-нибудь, да и... Ну, наверное, в основном сейчас будут походу у меня на первую избушку. А сюда как приеду, не могу сказать. Ну, примерно, наверное, до осени не получится. Вот. Ладно, сейчас начнем сперва с завтрака, с чая. И уже сборы. Буду собраться. Надо открыть все эти нижние утепления, чтобы не забыть. А в остальном все нормально. Вот. Очень много птиц. Комаров пока нету, вообще здорово. В лесу находиться. Будут комары, конечно, дискомфорт будет тоже. Время без 5:08. В общем, нагрел суп, доедаю вчерашний. Смотрю Джеки Чана, пью чай. И буду потихоньку собраться. 2 термоса, налил горячее кипятка, чтобы хватило. Возьму с собой пюрешку. По пути, может, где-то буду заваривать. Вот. Снизу уже венцы все открыл, чтобы продувало. Чуть позже сейчас покажу. В данный момент я завтракаю. Ну вот, ребят, я уже собрался. Все чистоте порядка оставляю. Как получится, потом приедем. Осталось еще ружье отсюда взять. Все уже закрыл. В принципе, на чердак не поднимался. Надеюсь, все хорошо там. Вот. Сейчас отпущу Тулана. Кашу он не съел, туда он высыпал мышам. Зачем? Все, выспался собачонка. Вот так вот. Вот. Здесь тоже чистота, порядок. Давайте еще обойдем избушку. О, черный ворон. Я и говорил, утром, позавчера, наверное, или вчера, кричал, блин, все утро. Бывает, я на охоту выхожу осенью. Один раз осенью тоже, блин, так привыкли. Ухожу на охоту, и они сюда прилетают. И каждый день так. Вот. Ну тут все открыл. Вот так он, гуси. Опять. Уже сегодня 2 косяка видел. Вон там где-то. Начали лететь гуси с вчерашнего дня. Большими стаями. В общем, тут все открыл. Здесь получается то же самое. Вот так это все выглядит. Приехал, вам показывал. И осенью буду также показывать. Этот угол вообще великолепно, он высоко сейчас. Даже скажу вам, отлично. Пока все. Где они? Уже там где-то. Высоко летают. На большими стаями по 100, по 50 штук. Вот. Тут, в принципе, все хорошо. Вот эта сторона самая сырая. Прямо сырущая. Черный ворон там кричит.
А гуси вон там уже летят где-то. Ладно, много снимать не стану. Я как бы, знаете, ребят, у меня здесь на час времени съемка осталась. А новую карту памяти не хочется ставить уже. Буду экономить. Местами, где интересно будет включаться, где местам будет интересно, буду включаться. Самое основное это проехать, проскочить эти завалы. Там тучи какие-то нехорошие. Может дождь будет. На улице тепло, жарко, прям жарит. Ну, туланчик. Давайте встретимся уже на реке. Баню открытым оставляю, как всегда. Избушку тоже дверь полностью не закрою. Амбар закрыл. Все. Лестницу вот тут под навесом оставил. Ну, давайте, поедем. Встретимся уже в избушке в этой где-то осенью. Раньше, наверное, не получится. Летом мало когда я сюда приезжаю. Ну как получится, приедем, буду снимать. Все, отчаливаем. Загрузился. 3 мешка чаги. Ну и мои шмотки там. Сейчас первая остановка будет. Я вчера оставлял чагу, там 3 мешка еще. И еще в 2 местах, по не ошибаюсь. Вроде 5 мешков еще надо взять. Ну, примерно так. Я сбросил газ, показать, вон какой берег ушел с елкой. Капец, это сейчас. Пока были в избе. Может сегодня, вчера. Капец. А летом вот там проезжал я. Здесь полностью высыхая. Это считай, придется там пилить. Это, да, и сколько елок еще свалится. Вон там под кустами я проходил осенью. Это сейчас кажется, ой, можно ездить. А она высохнет, капец. По колено воды останется. И это хорошая перегородка, там шлагбаум еще будет. Там. Посмотрим осенью, как он будет лежать. Вон появились мешки. Отсюда загружаю, дальше едем. Ну тут 2,5. Что-то громко сказал, что 3 мешка. 2,5. Упс. Ну вот. Так потихоньку собираю и еду. Ну лимон. Поставлю. Кулен. Ну лимон. Так. Лак. Вчера вот здесь, в этом пятачке, крупные попадались, быстро набрал. Лохенмон. Ребят, нашел чагу высоко. Сейчас попробую вот так бахнуть. Вот, блин. Опа! С одного раза. Он, оказывается, кое-как и висела. Опа! Отлично! Еще вторая. Фух. Ну вот. И там еще дерево одно. Вон тулан. Короче, от лодки прошел, наверное, метров 100. Смотрите, сколько я набрал. Целый мешок. Вот тут, в этом пятачке, вон дерево, там, тут вот
Также дерево он туда сходил. И на этом пятачке прям в одном месте мешок набрал. Тулан далеко не ходит возле меня. Да, сегодня собирает чагу. Да, туланы, да. Далеко не уходи. Медведи съедят. Того ест. Дождю. Витаминизируется. Сейчас, в общем, ребят, я чищу чагу. Вон, иди. И дальше пойду. Там до черта травы. Сегодня очень жарко, погода очень жарко. И того и бойся, не знаю, есть они или нет, вот эти клещи. Но даже пришлось шапку снять. Вообще невозможно. Вот. Ай. Не гуляй. Клеща не поймал. Клеща не поймал. Ай. Вот так. Ну, примерно так, ребят. Сейчас у меня 2 мешка. Один почти уже наполнен. 2,5 даже. Так что еще побродим здесь недалеко. Сходим и уже будем сплавляться. Пока есть желание собрать чагу, собираю. Как надоест, все, прекращаем. Я имею в виду совсем. Да, и уже места поблизости уже не осталось. А дальше, чтобы ехать по реке, там невозможно. Уже все. Там такие завалы непроходимые, что уже лучше дома сидеть. Вот. А здесь по пути решил вот еще остановиться. И не зря остановился, потому что такие вот большие, крупные. А этого, как я добывал, вам показал одним махом. Так в место попадаешь. И я пешню делал зимой, я вам показывал в прошлом году, наверное, собирал пешней зимой. Ой, блин, когда долбишь, вот прям голова начинает болеть, и вот это плечо, плечевая часть, такая отдача по льду, как и неудобно. Вот ты как будто достаешь, и такая отдача, что не стоит этих ничего такого. Потом я перестал эту пешню таскать длинную. Что достану, возьму. Нет, так нет. Бывает так. И под рукой палка будет, там, бумс, бьешь, упадет, нет, так нет. Вот так. Ну все, сейчас дальше собираю и уже будем обедать. Вот, ребят, первый мешок под завязку, можно сказать. Это я вам здесь снимал, загрузил, и вот столько получилось. Все, это уже к реке надо выносить и оставить там на берегу. Нашел, ребят, такой берег хороший. На лодке остановиться. Здесь мешок оставлю. У меня на другом берегу еще 2 мешка. Вот, сейчас иду дальше. Ну, оттуда буду ехать. Здесь буду собирать. Все, идем дальше. Вон, смотрите, сколько чаги еще остается. Вон дерево, 2. Здесь я отбил, там еще 2. Вот. Такие огромные я сейчас набрал. Вон они. Мощные такие 4 штуки. Увесистые. Вот там дерево было. Вот. И вон там еще одно. Да ладно. Ну все, сейчас чистим и тоже надо оставить. У реки буду. Вон там река течет. Там течет. И если посмотреть, вон там тоже течет. Огромный большой поворот тут. И этот поворот напрямик ходит. Вон. Очень старая, но рабочая тропа. Это выдры тут напрямик бегают. Вот она, тропинка.
Если с умом капкан поставить на выдру, легко он попадет. Но надо с умом делать. Он очень хитрый. Просто так его тоже не поймать. Но его возможно поймать. И обязательно капкан нужно с этим. Не просто гладкий, чтобы он был, а с зубьями. От бензопилы, не от бензопилы, а от лезвия. Такое полотно от ножовки там можно поставить. Но иначе он просто вытаскивает лапу. Вот такой зверек. Он очень крепкий тоже, как и бобр. Но это насчет многозахватывающих капкана. Если проходные ставить, ну я не знаю, на проходные он попадет или нет. Даже думаю, мало шансов. А лапа захватывающая, надо с умом замаскировать. И где он ходит еще, где прыжки делает или низом под бревном идет. О, нюансы есть. Но перехитрить можно. Вот его, вот тропа. И вот его спуск. Тут помет его. Тропа живая. Вот она. Тут поднимается и спускается. И там на другой стороне тропы тоже такой же спуск. Он зачастую, если избушка, вот на повороте избушка, он обязательно будет ходить напрямик. Возле избы не пройдет. Постоянно у него тропа будет потом. Или же где крутые повороты, и он напрямик любит тропу делать. Ну, частенько я вам это показываю. Тропинки эти выдры. Ну, я собрал уже где-то половину мешка. Сейчас еще немножко пройдусь и все, буду возвращаться. В горле пересохло. Чай надо попить.